Так, в Чишминском районе ветераны воздушно-десантных войск и волонтеры находят списанные автомобили и восстанавливают их за свой счет. Как правило, это внедорожники отечественного производства. С начала специальной военной операции неравнодушные люди отправили на фронт более 10 транспортных средств. О том, как обычные жители республики дают машинам мастерской новую жизнь и чем еще помогают нашим бойцам, расскажет Даниил Байков. Стук молотка и гул других инструментов в этом гараже не смолкают уже третий год. Мужчины своими силами чинят подвеску, меняют сайлент-блоки, подшипники. Простыми словами, делают все, чтобы дать вторую жизнь внедорожнику, сделать его максимально проходимым и, главное, надежным. Причем такой подход здесь ко всем автомобилям. На капитальный ремонт машин уходит от 3 недель до 2 месяцев, в зависимости от сложности работ и наличия нужных запчастей. Огромное внимание уделяет ходовой части и двигателю. При этом меняет и цвет транспорта. Его красят в темно-зеленый. И такой цвет выбран неспроста. Совсем скоро эта Нива поступит в распоряжение военных. А в целом машина, автомобиль в неплохом состоянии, кузов целый. По косметике тоже будем прилагать руки, чтобы она исправно какой-то определенный ресурс проездила, чтобы пользу принесла нашим ребятам. И для того, чтобы давать машинам новую жизнь, представители самых разных профессий и ветераны воздушно-десантных войск Чишминского района уделяют процессу по 5 часов в день. Разбираем старые, негодные, меняем на новые запчасти, ставим. Двигатель сняли, перебирали двигатель. Свою лепту вносит и ветеран СВО Наиль Гайсин. В 2023-м добровольно ушел на передовую и служил в ВДВ. Изначально командовал отделением на Курском направлении, а в Запорожье – боевой машиной. Мужчину демобилизовали из-за тяжелого ранения. Сам, когда был на СВО, земляки свои помогали, тоже отправляли гуманитарную помощь. И есть сейчас острая необходимость помочь своим братьям по оружию. Тоже собираемся, помогаем. Я даже больше делаю, чем делал до ранения. Не унываем. С начала специальной военной операции представители Союза ветеранов ВДВ и спецназа Чишминского района отправили на фронт более 10 машин. Волонтеры находят автомобили повышенной проходимости, выкупают их, приобретают к ним запчасти и восстанавливают за свой счет. Поставляют солдатам и офицерам из Башкортостана и устройства обнаружения беспилотников. Потому что есть острая необходимость. Эти булаты защищают, тем самым они успевают в это время эвакуироваться и уйти в укрытие, когда атака происходит со стороны противника. Хотелось бы, чтобы в 2025 году тоже специальная военная операция уже завершилась, и все наши бойцы и ребята вернулись живыми, здоровыми, с победой к своим родным и близким. Воздушно-десантным войскам нашей страны исполняется 95 лет с момента формирования подразделений. В честь юбилея десантники из нашей республики планируют провести автопробег по территории Башкортостана, чтобы также поддержать участников спецоперации. Даниил Байков, Виктор Меренков, Марат Хамитов. Новости.